Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Сергей Михедов. Официальная дата основания библиотеки принято считать 14 сентября 1925 года, когда вышло постановление об организации Якутской национальной библиотеки. На сегодняшний день Национальная библиотека Республики – одна из крупнейших на северо-востоке России. Ее фонд насчитывает более 1,5 миллиона экземпляров произведений, которые включают в себя литературу на русском, якутском и языках коренных малочисленных народов Севера. О том, как устроена библиотека сейчас и почему в современном обществе библиотеки можно считать центром притяжения молодежи, мы поговорим с гостем студии Максимом Эверстовым, членом Российского книжного союза, ведущим библиотекарем медиацентра Национальной библиотеки Республики. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала разрешите поздравить вас с днем рождения, учреждения Национальной библиотеки. Вот расскажите, какие мероприятия проходят сегодня, ну и, может быть, на протяжении всей недели в честь этой даты. У нас библиотека ждет 25-го года, активно там будет огромное количество мероприятий. Уже я посмотрел, заглянул так, как все это будет проходить. Сегодня был подведен итог конкурса фотографий. Вот, все есть на нашем сайте. У нас сайт очень активный, очень живой. Там большое количество виртуальных подборок, выставок, можно посмотреть. И буквально сегодня у нас был субботник, и мы там, конечно, тоже с работниками поднимали вопрос, насколько важная дата. Между собой обсудили, что будет на столетие. И думаю, что библиотека живет и будет жить дальше. Задать вопрос гостю программы можно в прямом эфире по телефону 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram +7 914 235 0502. Также вы можете задать вопрос через наше мобильное приложение. Чтобы скачать его, достаточно отсканировать QR-код, который вы сейчас видите на экране. Какие основные достижения и вехи в истории библиотеки вы считаете наиболее значимыми? Но вообще наша библиотека для Дальнего Востока очень важная. Мы в центр всей якутской такой библиотечной сети. И в прошлом году по Якутии, могу сказать, срок с 19 по 23 год было открыто 15 новых модельных библиотек. По Дальнему Востоку это хороший результат. И мы постоянно достигаем каких-то высот, где показано, что библиотека — это очень живое явление, живой конструкт. Я вот сейчас проехал всю Россию с книжными маяками России. Это большой такой тоже конкурс. С Петербурга до Владивостока мы видели, в каждом городе видели библиотеки. То есть я видел где-то 14 больших библиотек. И я могу сказать, что наша библиотека, она не хуже и во многом лучше многих библиотек. И соперничает и по качеству, и по фонду, и по контенту. Меня поразила, наверное, больше всего библиотека Татарстана. Там у них космос просто они библиотека. Теперь я подглянул туда, я видел все вот эти библиотеки, нижегородские, значит, в Татарстане, Красноярске, все во Владивостоке тоже хорошие библиотеки. И какие-то вещи, которые я там подглянул, я могу передать нашим, рассказать, потому что я проехал вот за 15 дней, уже за 16 дней, 16 городов примерно, потому что во Владивостоке мы были 3 дня и в Красноярске 2. Но у нас за счет того, что делается постоянно новое, и мы стоим при этом крепко на ногах предков, атлантов. Мы, например, в 2025 году, по секрету могу рассказать, что будет большой конгресс библиографов, 4-й, и там будут участвовать 1500 человек со всей России. И он проходит раз в 3-4 года, поэтому могу сказать, что это большое событие, и оно ровно подходит под дату столетия. А там у нас и конкурсы будут, там лучший писатель конкурс будет, у нас там будут огромные мероприятия, которые уже сейчас мы начинаем под них базу строить. И мне кажется, что все библиотекари, все библиографы уже в предвкушении того, что этот год, потому что историческому зданию 112 лет, например, если вы не знали, самому историческому, а наша библиотека, она с 25 года, как вы сказали, именно национальная, она существует, и я думаю, что каждый хоть раз там был, представляет себе, как важно читать хорошие книги, и как важно, чтобы библиотекарь был в курсе дела, держал руку на пульсе жизни. Если он в голове многих до сих пор это человек прошлого, который там ходит с фондами, пыль потирает и не понимает, что происходит, сегодня библиотекарь это вот перед вами, пожалуйста, это совершенно новый формат, и я думаю, библиотеки, они вот так теперь будут жить. Действительно, да, библиотека — это уже не просто место для чтения, да, это, можно сказать, какие-то центры притяжения, да, молодежи в том числе. Как меняется главная библиотека республики, вот что нового появилось?
Вы давно у нас были? Ну, достаточно давно уже, Вот. да. Во-первых, там и ремонт есть, хотя здание в целом ждет какого-то супер глобального изменения, но ремонт там произошел. Там у нас центр цифровизации, это основная фишка, я вот немножко ее приберег. Это очень важный момент, где мы книги старые, мы их, во-первых, не просто оцифровываем в голове у людей, у многих это так, а мы создаем контент. Мы показываем, как старые старые книги, старые издания, старые журналы, они живут, люди их читают, люди могут их онлайн просмотреть. Мы начинаем, вот тоже опять по секрету, мы начинаем потихоньку понимать, как работает искусственный интеллект и нейросети. Буквально недавно мы обсуждали это с нашими специалистами, пытаемся это уже плотно внедрить в нашу работу, потому что как ни крути, библиотека – это не просто скопище книг. Это место, действительно, центр притяжения, где люди приходят и пообщаться, и за знанием, и книжку себе взять, и в компьютере посмотреть какую-то работу. То есть я думаю, библиотеки как формат трансформируются в соответствии с нуждами эпохи. Вот, кстати, нейросети, да, современные технологии, может быть, есть опасения, могут ли нейросети вытеснить библиотеки в ближайшем будущем? Ну и вообще, если говорить о современных технологиях, что используете, что применяете? Я думаю, что все карты открывать не буду. Могу сказать, что мы, конечно, используем те программы, которые нам доступны, которые разрешены, и которые позволяют, с одной стороны, простить, с другой стороны, не потерять контроль. Потому что все-таки библиотеки – это в том числе и библиотекарь. Как фантаст, могу сказать, многие представляют себе библиотеку в будущем как просто скопище электронных файлов, где каждый может вбить, посмотреть, но файл не сможет объяснить, насколько цена книга, не сможет посоветовать книгу по духу. То есть, да, он может похожие книги показать, как часто бывает в онлайн-магазинах, но если библиотекарь понимает характер человека, то он может подобрать действительно, я подбираю так, я спрошу, что ты любишь читать, в целом, какие у тебя вкусы, и подбираю. И мне кажется, что вот мы начинаем входить в ту эпоху, когда библиотеки, они уже отошли от старого, но все еще понимают, насколько это ценно, насколько, вот, например, вы знали, что во время репрессий книги Аюнского, они были запрещены, и если бы не библиотекари Национальной библиотеки, которые спрятали эти книги, сегодня бы величайшие издания, они не сохранились бы. Или что библиотека вначале спонсировалась продавцами чая. Чай хорошо продавался, там были очень крупные такие, чуть ли не корпорации. И вот все это есть у нас в подборках. Это лишь маленькая толика информации, которым интересной, как живет библиотека, как она создавалась. Все это можно посмотреть в наших подборках на сайте. Ну, безусловно, библиотекари — это хранители знаний, можно смело так говорить. Вообще ничто не заменит действительно ощущение книги, когда ты читаешь прямо вот в бумажном виде, да, саму книгу. Электронным файлом это действительно сложно заменить. Вообще, какие услуги, да, и программы предлагает Национальная библиотека своим посетителям? Как они помогают в развитии образования и культуры? Это огромное количество теперь услуг. Вы можете, во-первых, прийти в библиотеку, выбрать. Там есть сразу же компетентные и коммуникабельные люди, которые вам подскажут, что за книги есть, какие книги интересные. Тут же они могут помочь вам с госуслугами. Тут же они могут помочь вам зарегистрироваться на сайте, чтобы онлайн книги брать. Если человек, например, заболел или не может выйти из дома, он может онлайн взять. Тут же Центр цифровизации позволяет нам заглянуть в документы, которые настолько они ценные, древние, что к ним доступа сложно получить. А электронно, пожалуйста, вы можете посмотреть самые настоящие древние документы, которые оцифрованы очень аккуратно, аутентично и не развалится, если вас к ним допустят. Плюс ко всему у нас проводятся мероприятия для писателей, мероприятия для детей. Мы очень работаем плотно, конечно, с учреждениями культуры, учреждениями образовательными. Вот. Я буквально 3 дня назад я был в школе, меня звали туда как библиотекаря и как писателя. Приходил к 8-классникам, рассказывал, что делает библиотека, и рассказывал, как стать писателем. Вот эти две вещи я как-то объединяю, мне повезло, что я могу их объединить. И поэтому мы со школами, университетами работаем, чтобы показать, что ходите. Есть и так люди, которые ходят. У нас нет недостатка, дефицита читателей. Но многие думают, что все есть онлайн, и что это удобнее. Но библиотека, она действительно как дом для книги, которая постепенно переходит в будущее. Вот я говорю, что книги — это бумажные люди, например, та же книга — это бумажный диалог, да? То библиотека — это не только хранилище, это еще и возможность увидеть, как живет книга сегодня.
Ну вот, помнится, в прошлом году сотрудники Национальной библиотеки представили якутянам уникальную находку. Телеграмму императора Николая II с благодарностью Ивану Крафту. Вот скажите, в ближайшее время планируется ли публикация чего-то подобного? Может, Ну, даже если планировалось бы, я бы вам не сказал это, во-первых. Во-вторых, я думаю, самое все вкусное и интересное мы прибережем для столетия в 25 году. Если вы думали, что надо уехать из Якутска до 25 года, по каким-то делам не уезжайте, все будет до 25 года припасено. И там уже, я уже так заглянул под ковер, я видел, какие мероприятия будут готовиться. Уже многие из них уже запускаются, будут грандиозно и очень интересно. Ну вот чуть-чуть, может быть, приоткройте завесу тайны. Ну, кроме того, что я сказал про конгресс библиографов, планируется мероприятие с писателями, там будет выбираться лучший писатель. Я думаю, что, может быть, и меня туда позовут участвовать. Планируются большие мероприятия, связанные с кинематографом. Там у нас будет тоже столетие одного режиссера, я не буду говорить, кто это. Посмотрите сами. И мне кажется, что на сайте у нас, если я вот сегодня туда заходил и вчера заходил, когда я хочу какой-то контент посмотреть, там и мои подкасты есть, на сайте у нас очень удобно. То есть каждый может зайти и посмотреть то, что ему нужно. Уже нет ощущения... Старый сайт был действительно, он уже не соответствовал. Новый сайт, он, ну, как социальная сеть. Зайдешь, и то, что тебе нужно, посмотришь. И я думаю, что в октябре, ну, может быть, даже пораньше, 2025 года там будет огромное количество мероприятий. Ну вот в последние годы активно набирает популярность такое понятие, как модельные библиотеки. Да, такие учреждения широко открывают по всей республике. Вот расскажите, что такое модельная библиотека, в чем ее отличие, может быть, от смарт-библиотеки? Ну и заодно вот расскажите, что такое смарт-библиотека. Ну, вообще модельная библиотека отличается тем, что она создана с какой-то концепцией. То есть они передают смысл идеи, они более современные, они, чем мы привыкли в голове представлять старые библиотеки, они идут на контакт с читателем проще, на короткой ноге держат связь, они передают какое-то видение, то есть у них есть ноу-хау, и это ноу-хау идет к читателю, к тому, кто приходит в библиотеку. Вот эта модельная библиотека, она как бы как котел идей. И в этом котле постоянно что-то вспыхивает. Вот. А смарт-библиотеки, они не сильно в этом плане отличаются. Смарт-библиотеки, они пошли в чем-то дальше модельных. Они пытаются создать ощущение именно пространства. Что это как антикафе плюс библиотека, плюс твой дом, плюс твой мини-университет, плюс сборище с друзьями, плюс можно кино посмотреть, и кафе, и все вот это сплетается. Получается некий смарт-концепция. Я думаю, что наша национальная библиотека ни в чем не хуже, потому что мы учитываем огромный опыт работы с читателем. И в то же время у нас, вот я в медиацентре работаю. Многие даже не знали, что в библиотеке есть медиацентр. А мы делаем и контент. Мы делаем и обзоры, и подкасты, и ездим по всей республике, снимаем интересных людей, говорим на темы, которые сегодня волнуют читателей. Поэтому я думаю, что библиотека наша, она не проиграла эпохи, она постоянно перестраивается, она смотрит, на что обращают внимание читатели и зрители. И я даже, если бы там не работал, мне кажется, если бы меня туда привели, очень важно прийти самому один раз и посмотреть, убедиться, что действительно библиотека – это не сборище книг. Вот, Максим, вы уже сказали о том, что вы проехали по России, посмотрели, как живут, работают другие библиотеки нашей страны. Вообще как-то взаимодействуете с библиотеками России, да, может быть, перенимаете опыт, делитесь опытом, может быть, свой опыт, да, действительно кому-то отдаете, так сказать, в производство. Есть такой момент. Мы, во-первых, вот я сейчас проехал с книжными маяками, и уже Денис Алексеевич Котов, это директор и идейный вдохновитель всех книжных маяков, книжный маяк России, книжный поезд России. И вот он, как сказать, поручил и уполномочил меня тоже здесь. Этот вопрос я поднимал на встрече с Александром Николаевым, когда была встреча с представителями культуры, что вот хочется, чтобы поезд, а он шел, представьте себе, с Мурманска до Владивостока. Но я сел на него в Питере, потому что я был в Петербурге, я там частенько бываю. И вот он вот так проехал, и, конечно, он не охватил Якутию. И меня спрашивали, потому что я в поезде, среди 50 писателей, я единственный был выбран с Якутии.
То есть там я с Лукьяненко вот так сидел, мы несколько дней чай пили. Курпатов там мне рассказывал какие-то истории жизни. Там Устинова меня 2 раза за руку схватила во время интересного интервью. Литвиновы. И вот они меня спрашивают, почему мы не проехали через такой огромный регион, который включает в себя там много Франции, много Германии, Якутию. А потому что у нас с железными дорогами проблема Ну да, пока. проблема И с железной это, дорогой. конечно, не то чтобы человеческий фактор. Здесь играет то, что местность такая. Да, сложно построить железную дорогу так, чтобы она шла через Якутск. Она там есть, но мы не можем вот так вот завернуть. И поэтому Денис Алексеевич придумал пока, говорит, как мы встроим это, может быть, сделаем дистанционный формат. Сегодня с этим проблем нет ни в одном учреждении культуры. Может быть, мы сделаем так, что будет представитель наш. Опять-таки он опять меня позвал на следующий год, чтобы я был в поезде. Посмотрим. И могу сказать, что когда я бывал в разных библиотеках, и говорил, я иду, снимаю контент, я иду, снимаю, вот если что, мой личный бренд это Ликбез, я везде как Максим Ликбез, и я иду, снимаю. И в библиотеках, когда смотрю, ловлю недоуменный взгляд, потому что они думали, что я просто писатель. Меня позвали как писателя, а я говорю, что я здесь еще и как ваш коллега, и они говорят, откуда? Я объясняю, откуда. Они тогда говорят, мы знаем, знает половина библиотек, я был в 14 библиотеках, половина говорит, да, мы знаем, в библиотеке Татарстана сказали, знаем, мы там обмен опытом, вы, говорит, у нас что-то подсмотрели, мы у нас что-то, вы у нас что-то подсмотрели. И все это завернулось, опять-таки, в мае, благодаря конкурсу «Книга будущего». Я удивляюсь, как иногда важно смотреть по сторонам. Я вообще про этот конкурс не знал, пока мне в библиотеке в нашей сверху начальство не сказало, есть такой конкурс, присмотрись-ка к нему. Я присмотрелся, там есть конкурс эссе и подкастов, а я делаю подкасты. И мы думали, что ладно, подкасты, наверное, эссе, ты как писатель, как сочинение. Я отправил эссе, и в последний момент, буквально вот за час до окончания конкурса, я отправил подкасты свои. Каково было мое удивление, когда мне начальство пишет, Максим, проверь-ка их сайт. Я захожу, и я прохожу по подкастам. Еду туда, на Дворцовую площадь в Петербург. 550 заявок, и какая у меня мысль в голове? Ну, конечно, я, как представитель библиотеки с подкастами, 550 участников по России, в лучшем случае, если я войду в десятку, это чудесно будет. И когда мне сказали, что вот я прошел там в десятку, я порадовался, успокоился. Потом мне говорят, что я стал гран-при. Это номер 1 по России. И вот с этого началось. Там меня встретил Денис Котов, который сказал, поехали в августе через всю страну на поезде. То есть вот так вот это все произошло, начиная с клика, который я сделал, когда отправил подкасты, заканчивая тем, что я в Владивостоке, вот так вот сижу с писателями. Так что я думаю, библиотека, она следит за конкурсами и показывает нам, что интересного в стране происходит. Ну вот как библиотека содействует продвижению литературы и творчества новых авторов? Да, вот вы как новый автор, у вас есть писательский опыт, вы не только подкасты ведете, у вас есть книга «Лес на картине», которая, наверное, была... На карантине. На карантине, да. Которая была выпущена не без поддержки местного сообщества. Я могу сказать, что это невероятная поддержка была. Невероятная поддержка, когда вышла моя первая книга, закрутилась. Потом я выиграл конкурс «Новая фантастика 2022» по России тоже. И все это вот так выстрелило. И здесь мне организовали сначала автограф-сессию. Во время... У нас есть «Ночь в библиотеке». Приходите, у нас классный такой тоже конкурс раз в год. Там огромное количество мероприятий. И пришли люди получить мою книгу, задать вопрос. Пришли представители культуры, которые просто поддержали, что книга вышла, потому что фантастики в Якутии не так много. И я узнал, что я один из буквально там 2-3 фантастов по Якутии. И когда книга вышла, несколько было встреч с читателями, организованных библиотекой. Потом «Рыцари книжного стола». Это тоже... как сказать, внутренняя организация в библиотеке, которая занимается встречей с читателями «Рыцарь книжного стола». И там я рассказывал школьникам, взрослым, начинающим писателям, как писать книги, как это все завернулось, почему вот сейчас была одна, у меня вторая в Москве, и вот буквально сегодня я узнал, что я прошел в сборник «Бумажный слон 15». Сегодня буквально утром узнал об этом, а перед тем, как перешел на передачу, мне пришло на почту письмо, что я, оказывается, прошел в мастерскую Захара Прилепина. И должен буду в октябре лететь туда и представлять как один из якутских писателей. Ну, впереди действительно незабываемый опыт, Максим. Поздравляю вас, да, Спасибо. с таким достижением. Вообще,
как живется современному писателю? Это хочется узнать у вас. Есть ли ощущение, что писательство уходит в прошлое, да, потому что у нас уже есть и другие форматы, да, передачи информации, то есть видео, кино, где, в принципе, в сжатом виде даны уже выводы какие-то, да, которые можно получить из книги. Вот какой он современный писатель? Современный писатель, он разный. Я видел в поезде таких разных писателей, что сложно было понять по ним, что они писатели. По мне люди удивлялись. Они сначала принимали, что я писатель. Я помню шок, когда половина поезда, а они не знали, что я библиотекарь. Но я же не буду бегать и кричать: я библиотекарь, я библиотекарь. То есть зачем всем рассказывать? Я знаю, что я библиотекарь. И в какой-то момент кто-то сказал: а, Максим же еще и, кроме того, что подкастер и писатель, он же и библиотекарь. И половина писателей в поезде, они так на меня: вот так выглядит современный библиотекарь. Я говорю: да, это еще вы меня видите в официальном практически облике. И писатель современный, он понимает, куда дует ветер. Например, есть, вот возьмем два разных примера. Есть Сергей Лукьяненко, каждая его книга — это шедевр, его печатают, ему незачем уходить в электронный сильно формат. Он, да, его книги перепечатывают, он мне лично рассказал в беседе, пока мы в его купе сидели, значит, и он рассказал, что, конечно, там печать в Литресе или в других электронных источниках приносит хороший заработок и стабильный. Но он больше бумажный писатель. С другой стороны, был писатель, лично которого я знаю, и примерно моего возраста, и он пишет только электронные книги прямиком на Автор Today, на Литрес, на Либру, на Литнет. И он мне говорит: Макс, вот по-честному, 9 книг, ни одной бумажной, и за каждую книгу он получает приличный гонорар. То есть он мне сумму назвал, я не буду ее называть. И он живет вот этими книгами. И поэтому современный писатель, понимая, что такое сериальность, понимая, что такое клиповое мышление, понимая, что сегодня люди охотнее смотрят «Игру престолов», охотнее смотрят «Очень странные дела» и другие сериалы, он осознает: да, к сожалению, я еще ехал долгое время с Капьевым, это директор Эксмо, всего Эксмо, который есть. Он такой, оказывается, простой, он не намного старше меня, и вот мы с ним сидели, ели сыр, там какое-то деликатесное что-то, и он мне рассказывал: Макс, говорит, пиши фэнтези, как пишешь, только пиши сразу трилогию, дай мне трилогию. Я говорю: а как я вам дам сразу? Он говорит: до весны дай мне трилогию, потому что люди хотят читать книгу, зная, что будет продолжение. Один роман одиночный сегодня никому не нужен, если только ты не гений, как, например, Анна Старобинец, современный автор, я советую, она круто пишет, у нее книги вот такие, «Лисьи броды» за прошлый год, одна из лучших книг, ее даже там и Юзефович рекомендовал, и «Мир фантастики», там 900 с лишним страниц, это вообще не формат, сегодня такого не читают, а ее читают. Вот ее читают в одном формате. Так что современный писатель, он должен понимать, как резко все меняется, и не костенеть в своем представлении мастерства. Ну вот современная молодежь, да, все чаще используют электронные средства связи, да, не знаю, телефоны, телевизор, да, все доступно. Как привлечь современную молодежь в библиотеку? Как работаете в этом направлении, может быть? Есть работа из библиотечная и моя индивидуальная. Я ее совмещаю и до библиотеки. Например, те же подкасты. Когда я начал их делать, я сам только входил в это. Я всегда стараюсь ломать чуть-чуть себя. Потому что я, когда входил в подкасты, я их только начинал слушать и немножко их побаивался, как человек, который... Вот я спрашиваю у многих. Вот вы, например, наверное, не знаете, что за 5 лет число слушающих подкасты россиян увеличилось на 20 миллионов. То есть вот за 5 лет на 20 миллионов увеличилось... В основном это молодежь до 35 лет. Но есть и те, кто слушают до 50 на определенную тему. Да? И я, когда начал слушать подкасты, я подумал, почему бы не записывать подкаст? Что я умею? Говорить и писать. И так как писать книги я продолжаю, я начал записывать подкасты. И вот по России, когда занял в книге будущего первое место, я понял, надо бросаться в то, чего ты боишься. И подкасты, социальные сети, я, например, веду ТикТок. ТикТок веду, я веду шортсы на Ютубе, все везде Максим Ликбез написано с нижним подчеркиванием. И это привлекает молодежь. Я сейчас ввел новую рубрику. Если вы ходите по улице где-нибудь, то бойтесь, я вас встречу с камерой и спрошу, какую книгу вы читаете, кто ваш любимый персонаж книги. Я это спрашиваю, тут же заливаю в социальные сети, молодежь это смотрит и говорит: эй, вот так живет современная библиотека. Ну вот, казалось бы, не так давно у библиотеки появился и медиацентр. Как справляетесь с вызовами цифровой эпохи, да, вот с развитием онлайн-медиа? Играют ли значимую роль, кстати, вот соцсети, электронные ресурсы в работе библиотеки? Я думаю, что мы ведем соцсети не так активно, как те, кто не являются учреждением культуры. Свободные люди, у них, конечно, и руки более развязаны, но при этом они не имеют конкретно своего иногда потребителя.
У нас есть и ВК активно, мы ведем, да, телеграм-группа. Конечно, мы не работаем в запрещенных социальных сетях, как учреждение культуры, но многие, кто не ходит в библиотеку сам, он смотрит в Телеграме, что активного произошло. Сегодня буквально вот конкурс по фотографиям закончился, вот, и можно будет электронно посмотреть, что за фотографии были выбраны, значит, как запечатленные элементы нашего города, нашей культуры. И есть интересная мысль, что мы, работая в социальных сетях, мы сохраняем якутскую культуру, мы сохраняем якутский язык живым. Мы показываем, что в будущее идет и библиотека, и народ Саха, и все это движется в ту сторону, где так или иначе идет слом. Потому что мы не можем сидеть, закрыть уши и говорить, что нет, социальные сети – это зло. Так или иначе, сегодня люди там общаются. Сегодня люди там читают, лонгриды читают, шортс читают. Все они это смотрят. И библиотека должна понимать, что вот просто «Войну и мир», просто ходить по школам и тыкать читателям в лицо, но это уже никуда вообще не годится. Нужно показать. Есть контент-мейкеры, я смотрю, и TikTok смотрю, и YouTube, которые очень интересно подают книги. Где-то они заигрывают, конечно, со зрителем, но без этого никак. Любой контент сегодняшний зритель, он намного более привередлив, чем зритель 50 лет назад. 50 лет назад мы читали «Преступление и наказание» до конца, а сегодня они на 50-й странице могут остановиться и сказать, это не мое, и отложить. Нужно показать, что его, что не его. Для этого библиотека и те, кто работают в ней, и те, кто работают на продвижение культуры и литературы, и существуют. Ну вот, все-таки ядром библиотеки, конечно же, остаются книжные фонды. Вот как вы используете современные технологии, да, чтобы предоставить доступ к книгам и информации удаленно? Вот, и как ведется оцифровка, вот, кстати, уникальных исторических документов и рукописей? Как ведется оцифровка, я вам не скажу, потому что центр цифровизации, там работают мастера. Я сегодня с ними общался, да, они там как волшебники в своей комнате, в прекрасной, в очень современной. Они делают свои дела. Но насчет первого вопроса скажу. Тот, кто удаленно получает доступ, он может практически все книги получить. Если он хочет получить максимально широкий доступ, то ему желательно сначала зарегистрироваться в библиотеку, прийти к нам очно в библиотеку, зарегистрироваться, получить все возможные доступы, получить доступ в Литрес. Мы подаем прекрасный доступ в Литрес. Если вы не хотите в Литресе скачивать все платно, зачем-то тратить лишние свои деньги, электронные книги сегодня иногда стоят не дешевле, чем бумажные. Хотя бумажные вообще космически скачут. На этом фоне библиотека выигрывает, потому что приходите, берите. У нас иногда такие современные книги бывают, которые вот она вышла, ее никто еще не трогал, нам ее дали, и она буквально в фонд перешла. Я, бывает, иду просто по работе, вижу чудеснейшую книгу, буквально недавно я взял себе Лю Цисиня, китайский фантаст номер 1 сейчас и в Китае, и в Россию ворвался, и книгу «Подкасты». И они такие новые, что я их открываю, они буквально вот этот хруст, понимаете? И у нас есть эти книги, и если вы хотите удаленно все это почитать, не поленитесь, зайдите на сайт, заполните там форму, буквально 1 раз, и получите ключ от всех дверей. Кстати, Максим, как библиотекарь, как вы считаете, вот как людей привлечь к чтению? Какие технологии, может, используете? Да, это вопрос на отдельную передачу, на целый час. Как привлечь людей к чтению? Во-первых, самому читать. С большим педагогическим своим опытом, с долгой работой в школе, в университете, я могу сказать, если родитель читает сам, если читает учитель. Я когда работал в школе, я в перерывах, на перемене читал. Я не ходил там по каким-то делам, где просто трясешь ключами там, и что-то там мелом делаешь. Я читал книги. Я читаю сейчас иногда на улице, просто когда сижу, например, где-то кофе пью. Я веду про это социальные сети, как я читаю, что я читаю. Я, признаюсь, я читаю сейчас сразу по 4 книги. Это не все этот способ могут оформить. Кому-то он не подходит, я не говорю, что он универсальный. Но мне так нравится. И я всегда рассказываю, что я читаю, я всегда советую что-то. И мне кажется, что если люди понимают, что это интересно, что это живет, это же как вот мы не можем сломать вот такой веник. Но если каждый подойдет и возьмет себе по прутику, каждый по одному прутику, вот почему Денис Котов, который «Книжные маяки», сказал простую легкую формулу. Пусть каждый читает всего 12 книг в год. Это книга в месяц, это не так много. Но по статистике даже этого сейчас нет в России. А если каждый будет хотя бы читать 12 книг в год, то мы прыгнем с места по чтению очень высоко. А читать можно и интересно.
Ну, мы и так на первом месте, Якутия, да, на одном из первых Самый мест читающий Якутии. регион был у Самый нас, да, читающий да, регион да, у мы нас. это выигрывали, да. И у нас была территория чтения. Территория Но я имею в виду, что я как библиотекарь могу сказать, что мы можем быть еще лучше, еще выше, сами с собой Надо соревноваться с кем? С самим собой. И чтобы Россия всегда понимала, как чтение облагораживает человека, делает его интереснее, делает его более культурным, более интеллигентным. Я думаю, чтение никогда не устареет. И этот формат нужно просто в голове поставить себе как живой и говорить об этом на всех площадках, где есть люди, а не просто сидеть дома читать Анну Каренину и вздыхать, что никто не читает. Так пойди и расскажи, чем интересна Анна Каренина. Пойди и об этом подай в социальные сети, у тебя будет 10 тысяч просмотров, и люди начнут читать. Я всегда говорю, даже если один человек после просмотра моего контента начал читать, для меня это уже большое достижение. Ну и отсюда, конечно же, вытекает вопрос, нужно ли чтение в современном обществе, зачем читать? Ух ты. Ну, начнем с того, что смотря что читать. Потому что читать в любом случае надо. Не затрагивая пока вопрос художественной литературы, человек, который не читает ничего, он стоит на месте и даже деградирует. Потому что есть очень классная фраза. Чтобы находиться на том уровне, где ты сейчас находишься, в современном мире, приходится очень быстро бежать. Потому что если ты просто хочешь стоять на месте, уже надо бежать куда-то, чтобы следить за тем, как общество живет. Но если ты хочешь расти, нужно постоянно сдавать себе новые челленджи. И поэтому нужно, технарь, читай техническую литературу, посмотри, как сегодня она живет. Если читаешь художественную литературу, то постоянно спрашивай себя, не закуклился ли ты, не читаешь ли ты одних и тех же авторов, одни и те же жанры. Потому что книги сегодня пишутся. Вы бы узнали, когда увидел количество, сколько выходит современных книг, но невероятное количество книг выходит. Меньше, чем в Советском Союзе, но невероятное количество и на национальных языках. Я когда был в Татарстане, я удивился, что у них 70% всех книг в Татарстане выходит на татарском языке. 70%, только 30% на русском. И вот, ну это, конечно, такой пример, да, уникальный. И мы должны показывать, что книги интересно читать на любом языке, в многонациональной России. Книги интересно писать, за это платят сегодня. Книги интересно читать. Я этим летом ездил 4 раза туда, 4 раза, получается, обратно, на 4 разных мероприятия, и нигде я не платил. Почему? Потому что писателям дают дорогу, если они нормальные, адекватные ребята. Если они пишут, я не говорю даже то, что они пишут что-то номенклатурное, но если они пишут хорошие книги, которые читают люди, да, то сегодня это продвигается и живет эта профессия. Ну, кстати, регион у нас читающий, это не секрет. А вот что предпочитают читать якутяне? После опроса я могу сказать, что это очень разные книги. С одной стороны, меня это обрадовало. Не буду вам врать. Меньше, ну, где-то половина опрошенных, они просто говорят, я не смогу ответить на вопрос, я не вспомню, я не читаю. И это совершенно нормальная статистика. Половина людей это так и есть. Но из тех людей, которые останавливаются и отвечают, есть и классика, ее не так много, но школьники чаще всего отвечают классику, потому что у них в голове она сейчас насущна. Очень много людей читают современную прозу, куда входит и фантастика, и фэнтези, японские авторы, я не говорю даже про мангу, аниме, я в целом говорю, да. Много людей читают современную литературу восточную. Сегодня, как фантаст, могу сказать, что поворачивается у нас взгляд на восток. Замиль Ахтар, арабский автор, у нас есть очень много, Ребекка Куанг, Фон Дали. Про китайских фантастов я уже упомянул. Они ворвались, и они весь мир поразили тем, какая китайская фантастика. Поэтому и это читают. Среди всех, кого я опрашивал, меня порадовало, что есть люди, которые читают якутскую литературу. И они и на якутском, и на русском отвечают, что они выбирают классическую якутскую литературу, современную якутскую литературу. Очень много в издательстве «Аяр» выходит авторов современных. Люди не знают, что придите в магазин «Аяр» и спросите, кто современный автор якутский, почитайте, чем живет якутская книга. Она живет. Ну, Максим, какие планы и перспективы, да, развития национальной библиотеки в ближайшем будущем? Я думаю, что библиотека, она будет ускоряться, вектор движения есть. Как я уже упомянул многократно, сегодня в 2025 году будет огромное количество мероприятий. Каждый, кто читает, каждый, кто приходит в библиотеку, он не будет разочарован тому, что планируется. Принимайте участие в нашем конкурсе, читайте книги, приходите в библиотеку почаще. И я думаю, что сегодня вот дата, 98 лет, и
задумайтесь сегодня, давно ли вы ходили в библиотеку, знаете ли вы все наши планы, зайдите на сайт, посмотрите, что там, спросите, придите в библиотеку к нашим прекрасным, улыбчивым людям я называю, на ресепшн, спросите у них, какие у нас планируются в ближайшее время мероприятия, дойдите до меня, до медиацентра, спросите там, что Максим планируется, и мы вам все расскажем, это все есть, и приходите, если вы даже не просто любите читать книги, а если вы хотите задаться вопросом, а все-таки почему такой движ вокруг библиотеки? А он есть, вы просто мимо него проходите, вот и все. Что ж, Максим, большое спасибо за интересную беседу. Действительно, я думаю, нам нужно будет встретиться через пару лет, когда Национальная библиотека будет отмечать вековой юбилей, и поговорить еще раз. Я уверен, что у библиотеки будет, и лично у вас будет гораздо больше достижений. Спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Будем рады вас видеть снова у нас в студии. Спасибо. Любите жизнь, читайте книги. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Сергей Михедов. Смотрите нас по будням. 19:15 расскажем, чем живет Якутия.